Усе колеры жыцця. Еўрарадыё. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё. І сёння рубрика «Такога вы не чулі». Мы прадстаўляем спявачку Аню Жданову і яе новы трек, беларускамоўны трек «Зніжка». Аня, прывітанне. Прывітанне. Як увогуле справы? Трек толькі пазаўчора быў прэзентаваны. Якая ягоная рэакцыя першая ад слухачоў? Добра, а па-беларуску, да, так размаўляць? Так, але можна і па-руску, спрабую, але цяжкавата, калі ты раз на год размаўляеш. Увогуле добрае пачуцце пасля гэтага ўсяго. Неяк збіраю. Я все-таки буду на русском говорить. Короче, все хорошо. Пока что слушаю, кому как зашло, потому что новый опыт как для меня, так и слушатели новые подтянулись, в частности, которые любят музыку на белорусском. Поэтому собираю еще пока впечатления, но пока что не было там откровенного хейта какого-то в сторону. Всем нравится вроде. Чему все ж вырашила зрабіць беларускамоўны трек? Ну, это давно зрела такая мысль. У меня была пару наработок в блокнотике, написано на белорусском, и я изначально думала, что это будет какая-то баллада, вроде как акустическая, такая больше гитарная, но потом у меня случился однажды музыкальный эксперимент, и я его так развернула, что соединила пару частей, пару песен в одну, вот, получилась «Зніжка» в результате. Вот. Про что эта песня? Ну, интересно вышло, потому что у меня где-то отголосок был с детства. Я когда-то в школе давно-давно пела в разных там студиях. И почему-то мне вспоминалась одна песня. Мне нравился очень ее смысл. Она была какая-то такая патриотическая, военная, про то, что там было про у матери 2 сына, и они погибли на войне, и про то, что один был из них, описывалась внешность каждого парня, и в таких образах, каких-то аллегориях, то, что они стали там кто-то тучкой, кто-то там летает, наблюдает, и мне как-то запала тогда вот эта визуальная составляющая песни. Я даже уже мелодию сейчас не вспомню. Но вот этот смысл мне понравился, и я, когда писала «Зніжку», вспомнила эту песню, и, получается, второй кусок был полностью навеян вот этими образами какой-то песни со школы, которую пела давно-давно-давно. А первая часть вот как раз-таки была такая просто пейзажно-колыханковая, я не знаю, как это описать правильно. Ну, хотела взять какую-то мелодичную такую песню на белорусском, как-то все любимые слова из языка по-новому раскрыть. Вот такое было желание, потому что меня спрашивали, смогу ли я такое, в принципе, сделать когда-нибудь. И я сама себе этот вопрос задавала, потому что это означало как-то так выйти за грань привычного, потому что ты как-то привыкаешь в какой-то момент, там, как тебе удобно песни писать, и когда появляется какой-то такой пластический новый элемент, из которого можно сделать что-то, это в данном случае язык меняется. Это круто. Мне кажется, что нужно каждый раз какие-то такие задачи себе ставить. Ну, то бок, я так разумею, што гэты эксперымент атрымаўся, і можа так здарыцца, што будуць яшчэ песні па-беларуску. Ну, загадывать не стану. Ну, в принципе, может. Да. Просто что это хочется как-то так в концепцию какую-то объединить, потому что когда вот я песню эту сделала, я просто не знала, что с ней вот куда ее поставить, потому что она вроде как и не продолжает там линию вот альбома на английском, и что-то как-то новые вещи я на русском пишу, и я не знала, как ее даже вот издать. Ну, решила сделать вот в формате сингла, чтобы он был как такой отдельно на полочке стоял. Вот так получилось. Давай послухаем. Угу. Калі ласка. Нагадаю, што гэта рубрика «Такога вы не чулі». Сённяшняя госця Аня Жданова прэзентуе сваю новую беларускамоўную песню «Зніжка». Слухаем.
бітві вишають темрівачей. Звичайний мастак малює тебе. Ён пляск у далоні знищив сумний напів, нібито мастак очував сенс. Зникни, снічка, рятуй мої мари, там, де не марнують все хмари, 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 тесті сонця, рятуй моє серце. Меня захопило так моцно, что мне застається. Такога вы дакладна не чулі. Гэта новы трэк «Зніжка» беларускай спявачкі Ані Жданавай. Толькі што Аня прэзентавала песню ў жывым эфіры Еўрарадыё. Аня, ну увогуле ты вядомая па праекце «Лілак», так? Вось цябе, магчыма, больш ведаюць як дзяўчыну з гітарай. Вось зараз ты сядзіш з самымі сучаснымі сродкамі музычнага, скажем, такога самавыяўлення, так? Чаму ты ўсё ж вырашыла змяніць крыху кірунак? Ці адмовілася ўвогуле ад гітары назаўжды? Не? Ну, это сложно, потому что все равно так или иначе она у меня в комнате стоит. Сейчас я просто реже ей пользуюсь. Но вот на выходные буду играть как раз-таки акустический концерт на фестивале. Вот. Просто в какой-то момент хочется расширяться музыкально, и уже недостаточно там средств каких-то. Я просто понимаю, что у меня столько было песен под гитару, написано куча, которых я до сих пор даже еще не записала. И с этого как бы все начиналось. Но у тебя как бы вот так развитие идет твое, ты хочешь что-то делать еще, ты уже как бы спотыкаешься про все, что было придумано раньше.
В общем, как-то даже сложно объяснить, но понимаешь, что тебе уже не хватает того, что было вот до этого. И тем более ты слушаешь много разной музыки, ты понимаешь, что хочется пробовать что-то еще, хочется соединять какие-то там жанры между собой. И как бы песня — это такая классная возможность раскрытия творческих способностей, потому что там переплетается все. Ты как бы в рамках одной структуры вроде как работаешь, потому что это там слова, музыка, но ты можешь столько жанров туда вмешивать, и ты можешь настолько классно интегрировать вот эти все современные возможности, которые сейчас есть, что, даже начинаешь про это думать, и вот ты такой, вау. Просто Моцарт бы, наверное, от этого всего там обалдел, если бы не было бы возможности сделать вот так, как это возможно сегодня. Ну так. Увогуле, якія ставіш перад сабой задачы? То бок, напрыклад, яшчэ там 2-3 гады таму, так, Аня Жданова заўсёды была такой перспектыўнай беларускай спявачкай, вось усе чакалі, што там вось і нешта адбудзецца. Але мне падаецца, што тут ёсць такі нюанс агульны для ўсіх беларускіх артыстаў, так, што ўсе чакаюць, што вось нешта адбудзецца, але тое самае нешта не адбываецца, і ўсё залежыць ад цябе, проста там пайсці далей, там змяніўшы стыль, напрыклад, так? Как бы, во-первых, это не я про себя говорила, да? Натурально, это критики, это все критики. Да, я как бы никогда не ждала вообще внимания в свою сторону, в том плане, что, да, приятно, когда у тебя есть слушатели, что есть люди, которые приходят к тебе на концерты, там отзывы дают, там хорошие, плохие, неважно, просто есть какая-то реакция, это приятно, конечно. Но так, чтобы оправдывать чьи-то ожидания и там, типа вот, на тебя надели ярлык перспективного кого-то там, и ты должен обязательно это оправдать, мне всегда не очень нравилась эта позиция, потому что в любом случае ты либо как бы хайпишь на чем-то таком одноразовом, да, ты там резко взлетаешь на волне какой-то популярности, и тебе нужно ее как-то поддерживать. Либо ты планомерно и долго работаешь, и ты понимаешь, что, это твоя тема, это твое призвание, ты его как-то развиваешь. Мне ближе вторая позиция. Я знаю, что это все делаю не ради каких-то там отзывов, критиков, да, и ради того, чтобы на меня кто-то надежды какие-то возлагал. Мне хочется прежде всего в этом как-то раскрываться самой, а это проходит через разные фазы, там, и творческих кризисов, и каких-то вдохновений, и каких-то смен, там, не знаю, творческой какой-то стилистики. Короче, столько всего может за жизнь произойти, что ты никак не можешь это прогнозировать. И поэтому любые какие-то музыкальные поползновения, которые у меня в жизни были, я их как-то так, я их не планировала, я их специально не прописывала в сценарии в каком-то, да, своей жизни. И поэтому мне прежде всего хочется для самой себя дойти до такого состояния, когда я понимаю, что я владею такой музыкальной материей свободно, мне в ней комфортно, я делаю, что хочу, я, может быть, через это помогаю другим людям, как-то развиваюсь и не оправдываюсь за то, что я это делаю. Мне вот этого прежде всего хочется. А если кому-то нравится там надежды какие-то возлагать, пожалуйста, пожалуйста. Працягвайце. Да. Слухай, увогуле ты зараз як бы сама сабе спявачка, сама сабе кампазітар, сама сабе прадзюсар. Гэта вось у наш час, я так разумею, ўсё адно прасцей, правда? Чым, напрыклад, граць з гуртом и так далее. Как человек, который долго пытался идти вот как раз вот этим путем сопротивления, то есть я всегда считала, и может быть действительно, когда это все поставлено на какие-то рельсы, такие организации, когда есть группа, когда с кем-то что-то делаешь, и это все систематично, это круто. Но часто так получается, что на саму эту организацию, на сбор людей, на вот эту вот всю работу уходит именно большая часть твоей энергии, которую ты можешь потратить именно на творчество. И когда я поняла, что я долго с этим возюкалась совсем, я поняла, что я могу это делать сама. И когда все это уже смогла делать сама, все упростилось. Класна. Я нагадаю, сябры, што гэта Аня Жданова у рубрыцы «Такога вы не чулі». Сёння Аня прадставіла сваю новую беларускамоўную кампазіцыю «Знічка». Яе можна паслухаць яшчэ раз у нас на сайце і у сацыяльных сетках. Дзякую, Аня, што завіталі. Шчасліва. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы не